медицинского оборудования, капельница и люди в белых халатах. О том, что окажется в стенах клинической больницы, 15-летний Абдулмалик Шадиев и представить себе не мог. Еще вчера он вел активную здоровую жизнь, а уже сегодня оказался прикован к постели. Сильные боли от полученных накануне ожогов пытаются снять врачи реанимационного отделения. Если сейчас мы смотрим на больного и создается впечатление, что он не такой тяжелый, но самое страшное при ожоговой болезни – это та интоксикация и действие потом на органы, это как на почки, как на сердечно-сосудистую систему, потому что все распад ожоговой ткани, он всасывается в сосудистое русло и, конечно, разносится по всему организму. Почти 85% кожного покрова пациента поражено огнем. В субботу вечером он поступил в отделение скорой специализированной медицинской помощи ИРКБ. Врачи восстановили дыхание мальчика и работу его сердечно-сосудистой системы. Как только состояние стабилизировалось, больного перевели в реанимационное отделение. Дальнейшее лечение необходимо провести в условиях специализированного центра. Возможность транспортировки пациента появилась в течение суток. Он дорого стоит, и вот так просто выпить борт практически невозможно. Если бы не подключился глава республики, то обеспечить его за кратчайшие сроки бортом у нас бы не получилось. И однозначно, конечно, надо отметить, что вот именно при помощи и поддержке главы республики, даже вот в данной ситуации он находится в курсе, что поступил такой пациент в таком тяжелом состоянии, и он тут же подключился, позвонил руководителю ФМБА России Владимиру Викторовичу Уйбе, и нам дали борт для транспортировки этого пациента в федеральный ожоговый центр. Для госпитализации больного прибыла бригада врачей из Федерального медико-биологического агентства и медицины катастроф. Они пообщались с родными и близкими мальчика, который уже больше суток находится на территории больницы. О произошедшем родственники Абдулмалика узнали сразу после его поступления в ИРКБ. Нам позвонили, сказали в больнице, что вот ожоги получил, что звал. А тем временем специальный борт ФМБА готовится к вылету. Медики уже предусмотрели все необходимое для транспортировки тяжелого больного. Минуты ожидания, и сквозь сумерки уже виднеется свет проблескового маячка. Медицина катастроф у Грозалюка встречают врачи Федерального медико-биологического агентства России. Пациента перекладывают на тележку-каталку. В это время дыхание больного поддерживают с помощью реанимационного мешка. За состоянием мальчика во время перелета будет следить бригада реаниматологов ФМБА. Для этого в медицинском модуле есть все необходимое. Там есть показатели. Это сатурация, это частота сердечного сокращения, артериальное давление. Вот эти показатели, за которыми они будут следить до момента их посадки. Эта ночь для Абдулмалика Шадиева и его родных будет длинной. Мальчику предстоит побороться за жизнь в стенах одного из лучших специализированных центров страны. Еще пару минут и специальный борт покинет аэропорт Магаз. Самолет с пациентом из Ингушетии проведет в воздухе 3 часа, а после приземлится в Нижнем Новгороде. Там его встретит бригада врачей, которая в свою очередь на карете скорой помощи транспортирует больного прямиком в Федеральный ожоговый центр, где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь. Мадина Пугоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.